Памятаеце аднаго з самых цікавых нашых суразмоўцаў, 80гадовага Сергея Бабайца, хутараніна з-пад Докшыц, чыйго дзеда расстралялі перад самым новым 38-м годам і чыю вёску Лагі выратаваў ад нацысцкіх карнікаў палкоўнік РОА Камінскі. Тады зімою мы паабяцалі спадару Сергею, што летам абавязкова звозім яго на родную Ушаччыну, у Лагі, дзе Бабаец не быў ужо даўно. Здаецца, адлегласць у 60 кіламетраў не самая вялікая, але калі табе 80, а наўпроставай аўтобуснай сувязі няма, дык суседні раён становіцца не бліжэйшым за суседні кантынент. Па дарозе на Лагі мы заехалі ў вёску Чарніцу да пляменніцы спадара Сергея. Сваякі, жыхары суседніх раёнаў, не бачыліся доўгія 17 гадоў. Ну, привет. Здрасте. Ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. Бо не познаю тебя. Вера я. Может, чайку тогда или кофейку? На пенсию, если вот так, вот очень трудно жить. А земли целый гектар у меня. А у вас? Ну, ясно. ну 48 посадил бульбы, лопаткой. Скотины ніякої не маю. Там на 4 курицы, дядьгицы, пятух, и все. А ваш дом стоит или тоже нет уже? Нет, там все. Это вы про Лаги? Лаги, да. Отмучили людей, большевики отмучили. Не, все равно. Моя мама уничтожали столько. Ой. Главное, чтобы войны не было, мама говорила, и все. А тетя рассказывала, вот так на собрания вот эти вот партийные, когда ходили. Говорит, деда, когда уже забрали, говорит, садилась на первое место вот так вот, не улыбалась, ничего бы тоже уже как враг народа, считай, все. Ничего, только слушаешь, вот так говорила, ничего, никому ни слова не скажешь, не засмеешься, ничего. Это вообще. Вот на все эти колхозные сходы? Да. Что она лояльная, что она прямая советскую владу. Да. Ну, все равно в советское время пойдешь, этим коммунистам пожалуешься, что-то сделают. А теперь кому что нажалуешься? Только если самому главному президенту, и все. И то не факт. Да, не попадете, не дайте, наверное. А так кому это надо? Никому. Черт ей. Поехали. Да, поедем. А шапку чуть не забыл. Ой, холера. До морозов, считай, здесь сидим. А так нет. Ну, давай. Вёска Лагі ляжыць за дрымучымі лясамі Ушаччыны. Чым далей ад вялікіх трас, тым навакольны пейзаж усё больш нагадвае наступствы неўтроннай бомбы. Людзі вымерлі, хаты апусцелі, і паўсюль тырчаць высачэзныя страшныя кветкі баршчавіка. Это мы ходим по Лунете, типа Марсе. Так. Вот. И это у моей уже яблоньки. Як цудоўна, што на радзіму Петруся Броўкі у Пуцілкавічы мы трапілі ў кампаніі з Сергеем Бабайцом. У адноўленым доме паэта зараз музей, побач манумент на месцы матчынай хаты. Тэкст на помніку кажа, што Алена Сцяпановна Броўка загінула ў Асвенцыме, але як яна трапіла ў лягер смерці? Тутыка з этой деревні быў сыс Григорий, значит, его, як врага народа, выслали были, значит. Ну и что-то подписывались многие, значит, деревенцы. Ну, утек он из лагеря из этих, значит. И тут был уже, як это, бывшим этим полициянтом неким.
значит. Ну так вот, и он, считает, что полдеревни в Освенцим отправил. Уже ж красные освободились, на Дальний Восток утек. Жонка у його була з Глибоччини. Яє увидели і путівковці на базарі. Ну і нас, значить, до себе пригласила. Ну і вони, значить, глядять, це Гришки фотографія, його, значить, у пожилому возрасті. Ну, і що він пропав у війну, значить, вже нема та Гришки. Заявили, что, значит, фотография уже в пожилом возрасте. Ну, ее взяли за жопу, эту женщину. Ну, и она сказала, что где-то Тихобаровск, ну, вообще на Дальнем Востоке, значит, я только ей письма посылал, там то и другое. Мильтоны, переодельщики у гражданская, ну, и Сусика Бровка, так и жил Миколково, это где-то, ягоная хата была, значит, ну, так это самое. Гэта ж Бровку Миколку взяли, значит, для познания, гэта ж, ну и поехали туди, значит. Ну и узнали, что на заводе на неким там работал, неким уже мастером, таким он там был. Ну, уже на проходной, значит, дежурили, это Мильтон у гражданским, ну и это Миколка. Глядите, дядя Гриша, ну, кажется, вот он, этот уже Миколка. Здорово, Гриша, да это самое. Я не Гриша, уже став заїкатися. Ну, я не наручники його і, значить, ну, як був суд у ушачий, дали йому 15 років. Ну, і кинув, що, значить, уже йому було за 60, значить, це саме. А більше об'єктів ніяких не було. Слухайте, а в якім годі його взяли? Ну, може, там в 60 яким-то, першим 62-м. Ага, ось так. А ви чули гэтую пародию, Якую? эпиграмму злобную? Петрусь Бровка. Петрусь Бровка. Пише ён давно и ловко. Пише ловко и давно. Не чули? Ні. Про всяке говно, правда. Не треба подказывать, вы разумеете. Народный розум сам доведе на правильную рифму. Хотя это все ж таки не зусім правдивая эпиграмма, потому что не все, Да. что написал Бровка, это говно. Далеко не все. У него была цудоўная лирика. Ну, це таке. Непадалёк ад лагоў мы спыніліся на беразе маляўнічага возера, да якога летам 42-го году нямецкія вадалазы праяўлялі асаблівую цікавасць. Лепили ж по дороге много озер, так вот им только вот это надо было, они, значит, ну, немцы же интересовались, приезжали и это самое, у флангах этих болтались. Один день, ну, наблюдали эти партизаны, оттуда, значит, второй день обратно приехали, ну, они тогда с пулемета стекановали. Ті забили кого, ті не забили, но они утекли. И Борисовская партизанская зона в осени 42-го года стала. Они только с боями сюда уворовывались и отходили. А чего тут немцы-то шукали? Ну так вот именно, это наполеоновская. Это. Немцы шукали наполеоновские скарбы. Яны наслухалися мясцовых людей. Ті у них свои были некие известные. Ну я думаю, что я еще в 40-м году Францию заняли, где-то в архивах нашли. Калі вёска не мае касцёла цікавага ці царквы, але калі мае возера, то ў гэтым возеры абавязкова ляжыць скарб Наполеона. Вот. Я уже не кажу про палову касцёлаў, якія б Наполеон хацеў пакласці сабе на далонь і перанесці ў Парыж. Он бы, паслухаеш, ён бы палову беларускіх касцёлаў бы Парыж бы заставіў імі. Прычым да Наполеона ніякай адмоўнай канатацыі, афарбоўкі у беларускага народу няма. Белорусы, по-моему, большие бонапартисты, чем сами французы. Остановились немцы, это и французы. Люди ж поутекали его в лес.
Ну так уже молодые лезли его на дерево и глядели, что они тут вытворяются. Наловили курей, значит, жать хотелось, значит, то и другое. И, значит, разобрали баню тут где-то на берегу озера некого, бля, и это самое, зробили некий плод, значит, на его грузили, отвозили и в озере тут где-то болтали, кидали. Вот. А что они там скидывали? Не говно. Ну як, в озере-то нічого. Покупаться можна, правда? І пожадана у водолазному костюме покупаться. Ну, Здравствуйте. Добрый ну день. привет. Задец раз по нашем поле ходит, наверное, может даже родственник. Бабаед, ну. Бабае. Бабаец. Знаешь? Ну, я слышал. Ну, вы отсюда давненько уехали. Так я в 68 году, я кажу, уехал, ну так и все. Давненько. А вы свояк Петруся был? Дальние родственники. Да. Дед мой, Петрок, был такой. И батька Петруся Бровки двоюродный. А, Петрусь Бровка вам некий дядька. так? Ай, який ну, уже. ну, знаете, Чё? Юрка, родственник сын такая. вот его сидит в Минске, он даже уже не признает, там, что родня где-то какая, что-то. Им так, да и Петрусь такой был, пофигу. Где бы ни был поэт, с кем бы ни встречался, всегда вместе с ним родная земля, ее жизнь и труд. Тут многих постреляли. Во, Михаль, вот дом еще такой старый. Этот Михаль моего деда написал, и деда как шпиона больше расстреляли. Михаль? Нравился. Да. То есть вы ведаете имя доносчика? Ну, конечно. Ай, Ну, пожалуйста, в архив вам все покажут. Витебский. Ну, Михаля давно уже нема. Так, я Да, понимаю. нет. Як люди жылі пасля всей гэтай сталіншчыны, калі было ўжо вядома, хто на кого пісаў? Если бы точно знали, Петька, дядька, вот партизанил вместе с моим отцом здесь, а потом после войны он ловил этих бандитов, бандеровцев там на Украине, лесных братьев в Литве, он польский знал хорошо, ну, короче, его засылали в эти. Ужасный случай, даже рассказывал, как он был заслан в одну из такой банд, пограничника были поймавшие и в котле варили при нем. Хохлы, короче. А если бы знали, сразу бы. Ту-ту-ту. Батя пулеметчик, Петька дядька пулеметчик, даже не разговаривая. Это все скрывалось. Ого, было бы. Брать, который на других писал. Они и теперь такие есть. ай. Дядька Пятра змагаўся супраць кепскіх ворагаў савецкай улады і, каб ведаў, забіў бы тых, хто пісаў даносы на яго бацьку. Гэта значыць тых, хто быў аплотам савецкай улады. Зразумець савецкага беларуса няпроста. Мне пакуль не ўдалася. На адным з лагойскіх падворкаў стаіць агароднае пудзіла, упрыгожанае старой нямецкай казкай. Як паставілі ў 45-м, так, відаць, і не чапалі. Уявіць на гэтым пудзілу казку савецкую я не магу. Але ўжо цалкам уяўляю фуражку з сінім аколышам.